Виталий Воронин, телеканал номер 5, Санкт-Петербург. В продолжении сирийской темы, вот отправка флагманов российского флота, авианосца и ракетного крейсера «Москва» в Средиземное море означает ли, что грядет некое наступление на твердыни террористов? Сейчас я вам так и расскажу, когда наступление, во сколько, откуда начнется. Тогда в продолжении темы, отношения дипломатические с Америкой расстроились из-за сирийского вопроса. Ожидаете ли вы... Отношения с Америкой расстроились по сирийскому вопросу в последнее время? Так, вы так думаете? Мне так кажется. Но вы ошибаетесь. Но вы вспомните, что происходило вокруг Югославии. Вот оттуда все и началось. Я еще и президентом-то не был. А что, я что ли развернул самолет над Атлантикой? Это, по-моему, Примаков сделал. Да, Евгений Максимович. Ну так вот, мы разговаривали. Кстати говоря, и Ельцин Борис Николаевич, все был хорош да хорош. Как только занял позицию достаточно жесткую по отношению к Югославии, сразу все начали припоминать, что он и выпить любит, и то, и все, и это, и пошла компрометация. Вот все и началось. Потому что, понимаете, я уже только что сказал, не нравятся независимые позиции. Вот в чем проблема. А потом и дальше пошло. По Ираку. Кстати говоря, мы не были инициаторами позиции по Ираку. Это же на самом деле, я же хорошо это знаю. Меня убеждали в необходимости занять такую позицию по Ираку, которую мы в конце концов заняли лидеры Германии и Франции. После того, как Саддама Хусейна повесили, все радовались. И помните, что говорили? Вот, вы были против, а они пришли и победили. Победили ли? Вот в чем вопрос. Ирак, так же как и Ливия, никогда не были центрами терроризма. А после ликвидации там государственных структур, они превратились в рассадник терроризма. Вот сейчас нужно штурмовать Мосул, где миллионное население, применяя авиацию, танки и артиллерию. Вот результат. А в Ливии вообще непонятно, что делать. Государство прекратило свое существование. Рассадник терроризма. Массовый поток беженцев пошел. Ну и что, вы считаете, что из-за Сирии у нас изменились отношения со Штатами? Нет. Не из-за Сирии, а из-за попыток одной страны навязать всему миру свои собственные решения. И мы не против этой страны. Но мы против того, чтобы решения принимались в одностороннем порядке и не были бы продуманными до конца, без учета исторических, культурных, религиозных особенностей той или другой страны, даже если в этой стране есть конфликты и противоречия.